Согласно графику выездов, утвержденному главой администрации муниципального района Илишевский район, состоялся выезд, охватывающий неблагополучные семьи, одиноко проживающих лиц пожилого возраста, также многодетные семьи Ирсаевского, Сюльтинского, Дюмеевского сельских советов. Рейд прошел комиссионный. Сотрудники районной администрации и представители МЧС России совместно с главами сельских поселений проверили, в каких условиях проживают семьи из вышеперечисленного списка. В процессе проверки у каждой службы выявлялись замечания, которые предлагалось устранить. Домовладельцам предлагалось выполнить противопожарные мероприятия по ремонту печи отопления, ремонту и замене ветхой и старой электропроводки. Проверялись наличие и состояние автономных домовых пожарных извещателей, а также проводился инструктаж на противопожарную тематику. За истекший период 2021 года на территории Илишевского района Республики Башкортостан произошло 60 пожаров, при которых погибло 2 человека. Статистика неумолима. Именно в новогодние и рождественские праздники возрастает количество пожаров и других ситуаций, требующих вмешательства пожарных спасателей и других служб. Поэтому только действенными мерами по недопущению нарушения требований безопасности удается не допустить возникновения чрезвычайной ситуации. Новогодняя елка является источником повышенной пожарной опасности. Она требует особого внимательного отношения к мерам пожарной безопасности, а меры эти очень просты. Устанавливайте елку на устойчивом основании подальше от отопительных приборов. Не ставьте елку у выхода из комнаты. Если она загорится, огонь отрежет дорогу к спасению. Электрические гирлянды должны быть заводского изготовления и полностью исправными. При малейших признаках неисправности в иллюминации, нагрев проводов, мигание лампочек, искрение, немедленно выключите ее. Электрическую сеть следует обеспечить надежными предохранителями. Не оставляйте гирлянды включенными, если уходите из дома или ложитесь спать. Чтобы не стать жертвой неудачного запуска новогоднего салюта и не получить ожоги и травмы, старайтесь приобретать пиротехнику специализированных магазинов. Для хранения выбирайте сухое место. Приступая к запуску салютов, придерживайтесь рекомендаций, указанных на упаковке. Не стоит пренебрегать также простыми правилами безопасности. Не запускать салюты вблизи строений, деревьев, линий электропередач и на расстоянии менее радиуса опасной зоны, а также при сильном прерывистом ветре в направлении людей или места их возможного появления. Располагать зрителей на безопасном расстоянии, не менее 20 метров. Не разрешать детям и нетрезвым лицам самостоятельно запускать фейерверки. Не держать работающие пиротехнические изделия в руках. Не наклоняться над пиротехническим изделием после окончания его работы. В случае его несрабатывания выждите и убедитесь, что фейерверк не тлеет. Не пытайтесь запустить повторно не разорвавшийся салют. Не применять пиротехнические изделия в помещении. Применив эти советы на практике, вы сможете безопасно провести новогодние праздники. Жителям напомнили о том, как необходимо действовать при пожаре, также номера телефона вызова экстренных оперативных служб, порядок сообщения информации о том или ином происшествии.